Добрый день, уважаемые абитуриенты. Позвольте представиться, Фазлыева Айгуль Фаритовна, доцент кафедры профессионального и социального образования. Хотела бы немного рассказать о вступительных испытаниях по дисциплине возрастная психология, педагогика и семьеведение. На экране вы наглядно видите о том, что данную дисциплину возрастная психология, педагогика и семьеведение необходимо будет сдать в виде теста. В основном эту дисциплину можно сдать в дистанционном формате. Каждый абитуриент, который будет сдавать тестирование, у которого будет проходить тестирование, у него на экране ему будет представлен всего лишь 25 вопросов. Общая продолжительность сдачи тестирования будет составлять 60 минут. И мне бы хотелось немножко отметить такой момент о том, что у абитуриента всего лишь будет одна попытка. При этом необходимо помнить о том, что необходимо абитуриенту набрать минимальное количество баллов, и оно будет составлять 40 баллов. Ну и максимальное количество баллов, когда успешно абитуриент сдаст экзамен по этой дисциплине, оно может составлять 100 баллов. Также на экране мне бы хотелось особо заострить ваше внимание, что структура тестовых заданий будет состоять из 3 разделов. Это педагогика, как наука, искусство и учебный предмет. Второй раздел – это психические развития в разные возрастные периоды. И третий раздел связан с семьеведением, и в частности он будет называться «Семейная педагогика в системе социально-педагогического знания». Необходимо помнить о том, что тест вы сдаете в дистанционном формате. И при этом необходимо, особенно хотелось заострить ваше внимание о том, что первый вход через логин и пароль, отправленные на почту. Поэтому вам необходимо очень хорошо знать этот логин и пароль. И вам он будет отправлен на вашу почту. И если вы не получите этот логин и пароль, я рекомендую вам посмотреть в папку спама. Может быть, ваш логин и пароль ушел вот в эту папку спам. Также, когда вы будете уже последующим заходить на сайт университета, вы установите собственную логин и пароль, то есть вы можете поменять, исходя из ваших интересов. То есть последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Кроме того, прежде чем сдать экзамен, вам необходимо будет сфотографироваться, иметь цветную фотографию и цветную фотографию прикрепить. Да? Вот. И когда вы будете непосредственно сдавать экзамен, да, то вам необходимо во время сдачи открыть паспорт, да, где есть фотография и указана ваша фамилия, имя, отчество. И также вы должны помнить о том, что время прохождения экзамена ограничено, и у вас всего лишь одна попытка. Ну и давайте немножечко, для того, чтобы вы могли сдать экзамен по данной дисциплине, я хотела бы ввести вас в расписание вступительных экзаменов. То есть вы должны четко понимать, когда мы сдаем экзамен. Для этого вам необходимо зайти на сайт приемной комиссии, зайти в раздел бакалавриат и специалитет, затем у вас появится некоторые позиции, да, и в частности посмотреть на позицию расписания консультаций и вступительных испытаний бакалавриата и специалитета на 2022-2023 учебный год. Значит, когда вы отожмете вот эту вкладку, то вы непосредственно попадете на расписание вступительных испытаний. То есть вы должны помнить о том, что вступительные испытания в основном предоставляются это для студентов, для будущих абитуриентов, которые закончили среднее профессиональное образование. Ну и экзамен
по возрастной психологии, педагогике и семьеведении вы видите, в частности, оно выделено желтым маркером, да, желтым цветом залита вот эта строка, о том, что когда будет проведена консультация. Консультация будет проведена 23 июля. И также вы видите о том, что вступительные экзамены для некоторых студентов, они будут различаться. Все зависит от сроков сдачи документов. В частности, если абитуриент сдал документы с 20 июня по 20 июля, то у вас экзамен будет проходить 25 июля с 10 часов утра до 17 часов вечера. Если абитуриент подал документы с 21 июля по 12 августа, то сдача вступительного экзамена по данной дисциплине состоится 19 августа с 10 часов утра до 22 часов вечера. Если абитуриент сдал документы с 13 по 16 августа, то сдача экзамена по дисциплине возрастная психология, педагогика и семьеведение состоится 20 августа, и время сдачи с 10 часов утра до 22 часов вечера. То есть в любое время вы можете сдать экзамен. И всегда помните, что у вас всего лишь одна попытка. Ну и студенты, подавшие документы с 17 августа по 11 сентября, сдача экзамена состоится 19 сентября. Ну и время также вы видите на слайде, это с 10 часов утра до 22 часов вечера. То есть всю эту информацию вы видите непосредственно сейчас, уважаемые абитуриенты. Ну и, конечно же, очень многих абитуриентов очень сильно волнует вопрос, а какие же вопросы будут на экзамене. Для этого вам необходимо опять-таки обратиться на сайт приемной комиссии, посмотреть вкладку «Бакалавриат» или же «Специалитет», затем отжать такое направление, это программа вступительных испытаний, то есть вы видите, именно по возрастной психологии, педагогике и семьеведению. То есть вот, и там непосредственно вот в этой вкладке вы можете увидеть саму программу. Уважаемые абитуриенты, вот сейчас вы видите на экране непосредственно программу вступительного испытания по дисциплине возрастная психология, педагогика и семьеведение. Экзамены вы можете сдать двумя способами, да, это через электронные, через компьютер, да, то есть вы можете это через компьютер можете сдать. И второй способ это через планшет. Какие технические требования к компьютеру и планшету вы видите, какие технические требования к компьютеру и планшету предъявляются, вы видите на слайде, в данном слайде. И можете подготовить, чтобы у вас технические оснащение, да, программное освещение, да, соответствовало этим требованиям. Также на этом слайде вы видите перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. Мы видим, что выделяется 3 раздела. Это психологическое развитие в разные возрастные периоды. Второй раздел – это педагогика как наука, искусство и учебный предмет. И третий раздел – это семейная педагогика в системе социально-педагогического знания. Для того, чтобы сдать эти все 3 раздела, вам необходимо, конечно же, знать, необходимо учитывать, иметь следующую литературу. То есть, какую литературу мы рекомендуем для подготовки сдачи данного экзамена. Первое – это педагогика, учебник и практикум для среднего профессионального образования под редакцией Сластёнина. Вот. Затем, для того, чтобы сдать разделы семейной педагогики в системе социально-педагогического знания, необходимо взять учебник Прохоровой «Семьеведение». Вот. И для того, чтобы сдать раздел 1, это психологическое развитие в разные возрастные периоды, рекомендуется обратиться к учебному пособию Шаповаленко. Так, называется учебное пособие, это психология развития и возрастная психология.
То есть это наиболее свежие учебные издания, да, наиболее соответствуют нынешнему времени, нынешней ситуации, со всем основным тенденциям, которые происходят в педагогике, психологии и семейной педагогике. То есть вы можете посредством этих учебных пособий ознакомиться с содержанием и подготовиться к вступительным испытаниям. Ну и здесь я бы немножечко хотела бы подробно с вами поговорить о том, какие же примерно задания будут вам даны. Ну, например, раздел «Педагогика как наука, искусство и учебный предмет». Вы видите перед вами два вопроса. Первый вопрос – воспитательный процесс. Что такое воспитательный процесс? Ну и предлагается 4 варианта ответа. Значит, воспитательный процесс – это взаимодействие, мотивация, рефлексия, обратного действия. То есть учебный процесс, все-таки мы понимаем, воспитательный процесс, прошу прощения, воспитательный процесс – это что? Это и есть процесс взаимодействия, да? Какая группа включает в себя педагогическую профессию по классификации Климова? Ну и мы понимаем, что педагогическая профессия, она входит в такую знаковую систему, как человек-человек. Следующий раздел – это раздел, связанный по психологии, да? Вот и здесь вы видите перед вами на экране следующий вопрос. Результат познавательной деятельности человека, отраженный в виде представлений, понятий, суждений, называется умение, конечно же, потому что это результат, да, то есть это познавательной деятельности. Но результатом познавательной деятельности является именно умение. Следующий, третий раздел является семейная педагогика. Здесь вы видите тоже два варианта вопроса. Что такое семья? Да? Ну и здесь существуют очень различные суждения, да, что из себя представляет семья. Ну и семья, мы видим, что это первый вариант ответа. Это семья, это основано на браке или кровном родстве, малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В ней вырабатывается совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующие взаимодействие между супругами, родителями и детей между собой. То есть вот такое большое определение, такое наиболее полное, раскрывает сущность понятия «семья». Вот второй вопрос. Какая функция семьи отвечает за формирование личности ребенка, за систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни, за постоянное влияние детей на родителей и других взрослых членов семьи. То есть здесь вот такой момент. Ну, конечно же, это воспитательная функция, да, то есть идет процесс воспитания родителей, детей, и в то же время обратно есть процесс, что и дети воспитывают родителей и других членов семьи, взрослых членов семьи. То есть это наиболее говорится о реализации воспитательной функции. Ну и для того, чтобы на момент сдачи, для того, чтобы подготовиться, да, если у вас будет подготовиться к вступительным экзаменам, вы видели программу учебную программу, расписание, и также мы хотели бы показать контакты. Если у вас возникнут вопросы, то на момент сдачи, на момент консультации вы можете обратиться к двум источникам. Это вот непосредственно ко мне, я указала свою почту и телефон, по WhatsApp вы можете обратиться. Также вы можете обратиться через приемную комиссию Башкирского государственного педагогического университета, да, вот, или же написать туда на приемную комиссию, или же позвонить, да, и задать соответствующие вопросы. Ну, а я желаю будущим абитуриентам, будущим студентам успешно сдать экзамены и поступить в наш университет на программу 390302 социальная работа. Мы вас ждем. Спасибо. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных
вступительных испытаниях личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так. Те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.